Разноцветный фасад нового детского сада светит солнцем в эту хмурую погоду. Дошкольное образование стало настоящим подарком для жителей сельского поселения. Ведь здесь он был просто необходим. Построили здание по целевой программе повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах. И рассчитано на 220 мест. Трехлетняя Мариша не может оторваться от игрушечного медицинского столика. Здесь все, как у настоящих врачей. Те же инструменты, белый халат, смотровая и по-детскому серьезный подход, с которым она осматривает своего пациента. Развлечений в игровое множество сегодняшнего дня недоступны ежедневно на радость маленьких жителей сельского поселения Нижние Очелуки. Яркое здание, красивая мебель, веселые игры и добрые воспитатели, малыши уверены, такими должен быть садик мечты. С открытием нового дошкольного учреждения у них появилось место, где они смогут развлекаться и учиться, познавать мир со всеми его красками. Мы доктора тоже играем, и посуду играем, и в куклах играем. Друзья нравятся новые. И как гости пришли. И этот садик мне нравится. На открытие нового дошкольного учреждения приехали почетные гости. Уполномоченную при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анну Кузнецову и главу Ингушетии Юнусбека Евкурова встречают сам царь и царевна морских пучин. Брошено год назад, невод благосостояния наконец вытащен, а там сама золотая рыбка вот в таком радужном виде, где дети развиваются, поют, танцуют и читают стихи. А если спросите меня, отвечу очень громко. Я в садике работаю ребенком. Как ваш детский садик называется? Золотая рыбка. Вот я хочу, чтобы все ваши желания исполнялись. И сегодня, и завтра, и послезавтра. И ваши мечты потом взрослые тоже исполнились. Как исполняла их в сказке «Золотая рыбка». Ну а взрослые рядом вам обязательно помогут. Всего вам самого хорошего и доброго. Ну и спасибо всем, кто помог сделать вот такой прекрасный дом, детский садик для вас. Детский садик очень красивый. Здесь я просил, вот иди сюда, подойди. Хочу ему сказать от нас, от всех спасибо. Он обещал срок построить, закончил все, завершил, дал Волга. Вот этот дядя построил вот такой красивый садик вам всем. Баркулали Вашухан? Давайте хором скажем ему спасибо. 3-4. Спасибо. И, конечно, нам помогает очень сильно, чтобы мы ликвидировали места в дошкольных учреждениях, чтобы все детишки учили в садиках, ходили в садик, учили в школах. Конечно, федеральный центр. И президент страны Владимир Владимирович Путин, и председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, и контроль как всех министерств, ведомств, так и полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе. Поэтому всем им тоже огромное спасибо. Вам здесь комфортно, вам здесь хорошо. Единственная просьба будет. Мы будем переход делать так, чтобы вас обезопасить, но пока перехода нет, через дорогу не бегать самим. Только со взрослыми, со старшими. Договорились? В новом дошкольном учреждении для ребят созданы все необходимые условия. Красочные игровые комнаты, оснащенные самым современным оборудованием, мебелью и игрушками. Спортивный зал с тренажерами, пищеблок и светлый актовый зал, где будут проходить праздничные выступления. Позаботились и о здоровье малышей. В садике открыт медицинский кабинет со стационаром. Почетные гости вместе с родителями и детьми отправились осматривать новое учреждение. Пообщались с воспитанниками сада. Тарелочки что, кружочки? Вот это да, я кружочки, они уже говорят геометрические фигуры. Крепыши, карамельки и капельки – названия для групп, которых здесь будет 12. Придумывали всем коллективом. Креатив хоть и важен, но не первичен. Большое внимание при строительстве детского сада уделили безопасности. Здесь предусмотрено 16 выходов. Из них 4 аварийных на втором этаже. 2 лифта, система пожарной безопасности, охранная сигнализация и видеонаблюдение. В садике разместились изолированные помещения для каждой группы, включающие раздевалку, групповую, спальни и уборные. Осмотрев все эти возможности, гости ответили на вопросы журналистов. Конечно, здорово, когда у мамы есть выбор или в садик отдать, или заниматься дома с детьми. Это прекрасно.
Поэтому чем больше таких учреждений, тем лучше. Здорово, что вот эти усилия сегодня и педагогов, и руководства республики нашли воплощение вот в таком замечательном здании. Еще раз говорю, теперь важно, чтобы ребятишки берегли это все, ценили. Мы на протяжении буквально 6 лет довольно серьезно закрыли тему очередных дошкольных учреждений. А по плану, в том числе в рамках нацпроектов, мы должны до конца 2022 года полностью 100% ликвидировать в республике очередные дошкольные учреждения. Да, конечно, вот этот садик один из таких самых, наверное, смотрибельных, красивых. И подрядчики постарались, и люди постарались, в целом строители. Всем спасибо огромное за это. Ну и, как сказала Анна Юрьевна, конечно, сейчас важно, чтобы каждый построенный садик давал эффект. Эффект в том, чтобы учились, чтобы дети учились, чтобы дети развивались и методически, и в плане педагогики, и в плане воспитания. То есть все должно быть вложено в детей. Надеюсь, что так оно и будет. Отсутствие детского сада уже многие годы было одной из главных проблем для жителей селения. Родители были вынуждены нанимать частных нянь или возить чада в садики близлежащих сел. Тандила Киева – мать 4 детей, 2 из которых в дошкольном возрасте. Открытие «Золотой рыбки» для нее возможность не просто устроить детей, но и самой наблюдать за воспитательным процессом. В первую очередь хочу сказать то, что я сама работаю. И мне очень удобно то, что мне не надо выезжать куда-нибудь, мои дети будут в этом садике, я буду уверена за них. В принципе, легко. То есть вывозить детей за пределы данного села мне не придется. Учитывая то, что село у нас большое, детей достаточно много, в каждой семье по 2-3, даже по 4 детей, конечно же, необходим был нам детский садик. И мы очень рады, что у нас есть такая возможность, чтобы наши дети посещали такое дошкольное заведение. Тут уже раскрывается и интеллект ребенка благодаря воспитателям детского сада, и творческие способности, и актерские способности. В общем, фундамент закладывается в таких государственных дошкольных общеобразовательных учреждениях, как такие детские сады. В общем, открытие таких объектов – это очень важно для жителей сельских поселений, и мы замечаем, что это уже идет устойчивое развитие сельских поселений. Ликвидация очередности в дошкольных учреждениях является одним из приоритетных направлений развития региона в стране. До конца 2021 года он полностью решится в нашей республике. Власти Ингушетии планируют построить 17 детских садов по нацпроекту «Демография». Шарадат Хулухоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.